23 февраля началось наступление. Была поставлена задача форсировать озеро Ильмень и овладеть его южным побережьем. Затем развить наступление на Старую Руссу, перерезать коммуникации, ведущие на Шимск, этим обеспечить успех главной группировки 27-й армии. Длина озера Ильмень около 45 километров, ширина до 35 километров, глубина почти 10 метров. Предстояло пройти по чистому и тонкому льду более 30 километров. Укрытий для пехоты и артиллерии на пути не было. Бойцы лыжных бригад в белых масхалатах совершили марш с полной боевой выкладкой. Противник находился на высоком Ильменском берегу, а якутские стрелки вынуждены были наступать на открытом пространстве по замерзшему Ильменю. При подходе к берегу на бригаду была обрушена артиллерия. Одновременно шли бомбежки с воздуха. Бригада попала под сильный обстрел с воздуха. Людям негде было укрыться. В течение всего дня в воздухе постоянно находились от 25 до 32 бомбардировщиков. Ими было сброшено свыше 10 тысяч авиабомб разных калибров. К вечеру 23 февраля 19-я бригада имела до 30% потерь в личном составе. Остатки войск в ночь с 23 на 24 февраля отошли в направлении маяка Железного. К Ильменю я из Якутска приехал, чтоб свою голову в память склонить, чтобы услышать военное эхо и всех погибших героев почтить, чтобы с высот 21 века глянуть в священные очи воды, чтоб ощутить всей душой человека горечь ушедшей в глубины беды, чтоб свои строки погибшим солдатам прямо вот здесь, на заре прочитать, чтобы не только по праздничным датам их продолжали потом вспоминать, чтоб рассказать о сегодняшней были, бывшей великой советской стране, той, за которую жизнь не щадили, той, что теперь оказалась на дне.